В республике прошел ряд мероприятий, посвященных Дню калмыцкой поэзии. Одними из них стали открытый микрофон и конкурс стихотворений на калмыцком и русском языках в Национальной библиотеке имени Амур Санана. Напомню, праздник был учрежден в честь народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова. В этом году республика отмечает 101 год со дня рождения автора многих книг и стихов. Все подробности в материале Юлии Шаткаевой. Для студентки главного вуза республики Снежаны Шанхоровой 13 марта – это один из самых особенных и долгожданных дней. Из года в год она участвует в каждом мероприятии, посвященном творчеству Давида Кугультинова. Народный поэт уже на протяжении многих лет занимает в творческой жизни юной студентки главную роль, ведь именно его произведения открыли Снежане мир литературы. Этот год не стал исключением, и студентка приняла участие в открытом микрофоне, посвященном творчеству любимого писателя. Я буду рассказывать стихотворение Владимира Доржича Нурова «Мой талисман» и «Листа». Всем участникам сегодняшнего мероприятия успехов не только в участии, но и успехов во всех начинаниях, пожелать белой дороги. Я думаю, что это мероприятие останется в памяти большого количества людей. Хотелось бы, чтобы такого рода мероприятия проводились почаще. Более 50 обучающихся образовательных организаций республики приняли участие в открытом микрофоне. Он прошел в Национальной библиотеке имени Амур Санана. Цель культурного мероприятия – привлечение внимания к творчеству поэта широкого круга читателей. Давид Никитич – автор более 80 книг, выпущенных на разных языках мира. Давид Никитич Кугультинов. Его имя мне знакомо, буквально с самого рождения. Дело в том, что моя мама была одноклассницей Давида Кугультинова, и она мне очень много рассказывала. Поэтому это сложная поэзия философа, мне близка с самого маленького возраста. Я неоднократно сталкивалась с Давидом Кугультиновым во время работы. Вначале я училась в университете, он к нам приходил, мы с ним беседовали. Затем это встречи были с учениками. И моя любовь, мои стихи, которые я знаю, а знаю я очень много, и поэмы, стихотворений Давида Кугультинова, я перенесла ее своим ученикам. И сегодня я просто бы хотела, чтобы вы послушали, как они читают. Самое главное, чтобы они полюбили поэзию. В обязательном порядке прозвучит стихотворение на калмыцком языке, на родном языке Давида Кугультинова, на том языке, который он прославлял и который хотел, чтобы он был. Конечно, ребята у нас желают, они читают. Мы читаем довольно часто, и поэтому ребята с удовольствием участвуют в этих мероприятиях. В конкурсе приняли участие около 50 человек. Они декламировали произведения на русском и родном языке писателя. Каждый желающий смог прочитать стихи любимого поэта. Кроме того, в рамках мероприятия выступили многие калмыцкие писатели и друзья Давида Кугультинова. Народный поэт Калмыкии и заслуженный работник культуры Республики России Владимир Нуров, члены Союза писателей России Виктор Коксадаев, Петр Чужгинов, Раиса Шурганова. В своих выступлениях гости отметили неоценимый вклад в развитие калмыцкой литературы. Конечно, событие огромной важности в нашей культурной жизни, неприходящая поэзия Давида Никитича Кугультинова, героя социалистического труда, народного поэта Калмыкии, она действительно питает нас все эти годы, сложные годы, годы радости, годы печали. Все ответы на многие вопросы, которые сегодня задает молодежь особенно, мы можем найти в его произведениях. К его столетию мы издали такой небольшой скромненький сборничек. Это, безусловно, радует нас. Интерес молодежи очень большой. Сегодня не так уж молодежь постоянно сидит в социальных сетях и прочее, не читая особо классическую и прочую литературу. А это наша живая классика, известная всему миру. И я вижу с большим удовольствием, что студенты многих образовательных учреждений, кстати, принимали участие во многих наших конкурсах, мероприятиях, читая стихи Кугультинова. Это нас вдохновляет. По итогу конкурса всем участникам вручили памятные дипломы, а победителям ценные призы. Как отмечают организаторы открытого микрофона, из года в год количество участников растет, как и интерес молодежи к творчеству народного поэта. А поэтому конкурс будет проводиться на постоянной основе. Юлия Шаткаева, Анатолий Коженбаев. Информационная программа «День Республики».